Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. События будущей недели. Давайте посмотрим, что судьба для вас приготовила, что будет происходить, что в жизни вашей будет меняться именно на будущей неделе. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие и любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, как непросто. О, смотрите, какая гора перед вами, и вам нужно на нее взобраться. Вы знаете, будет нелегко. Вот обманывать не буду и лукавить не буду. Восхождение очень сложное, опасное и даже в какой-то степени рискованное. Но шаг за шагом, ступенька за ступеньком, камушек за камушком у вас получится. Вот у других ни у кого не получится. Даже многие и думать об этом не станут, испугаются. А у вас получится. Здесь какое-то прям достижение. Достижение, прорыв, выйти на новый уровень, получить все и сразу. Еще, можно сказать, Бога за бороду дернуть. Вот у вас получится. Видите, над вашей головой маленькая звездочка. Это ваша путеводная звездочка. Вам по судьбе преодолеть эту ситуацию. Вам по судьбе решить эту проблему. Вам по судьбе добиться желаемого. Ой, как сил потратите много, ой, как устанете, но будете счастливы, потому что я вижу, что вы взойдете. Взойдете и на весь мир прокричите о своей победе, о своем достижении. Прорывная. Эта неделя у вас действительно прорывная. Ой, тут так много людей будет о вас говорить. Кто-то будет вас восхвалять, да, и ставить в пример, вами вдохновляться, а кто-то наоборот будет сплетничать и осуждать, что ох, какая выскочка, да, полезла в горы, чтобы всем нам тут нос утереть. Мы тоже можем, но не хотим, да, такие разговоры будут идти. Но вы, конечно, это делаете не для кого-то, вы делаете это для себя, потому что устали. Устали ждать милости от природы, устали ждать от кого-то помощи, поддержки. Вы понимаете, что ваша жизнь и ваша судьба в ваших руках. И вы сделаете все, и возможное, и невозможное, чтобы добиться своего, и у вас получится. Очень классный момент. Вы видите, вы на вершине стоите, и из себя, вот как букву А делаете. Это будет начало вашей новой жизни. А то, что происходит на растущую Луну, с нами надолго остается. Но буквально докажете всем и себе в первую очередь, что вы способный человек, что вы можете все. И для вас нет ничего невозможного. Но тяжело, конечно, вам это все будет даваться. Но все получится. С чем тьфу-тьфу я вас и поздравляю. Дальше, мои хорошие. Вот здесь мне показывают людей, которые дурное задумали. Либо против вас, либо в принципе, да, какую-то гадость задумали, но их планы рухнут, не успев начаться, да, планы рухнут. Люди будут ходить мрачнее тучи, будут на всех злиться, на всех срываться, скандалить со всеми могут. Вот кто будет скандалить на будущей неделе, знайте, что эти люди затевали очень плохое дело. И эти люди, они недостойны вашего внимания. И с такими людьми не стоит ни общий язык находить, ни общаться. Вообще нужно таких людей сторониться. Мне идет, что 2-3 человека так себя будут вести. Возможно, они вместе объединились для того, чтобы гадости делать. А возможно, каждый на своем месте хотел гадость сделать. Да? Но не получилось. Вот как высшие силы остановят и правильно сделают. Дальше показывают мужчину, который слазит с черепахи. А что интересно, смотрите, вот она черепаха, вот он мужчина на ней сидит, и вот вы эту черепаху с этим мужчиной подталкивали. Скорее всего, вы очень много усилий приложили для того, чтобы мужчина куда-то двинулся, выдвинулся, что-то решил, что-то на себя взял, ну, либо
что-то вот как принял, согласился с чем-то, да? Вы очень много усилий положили. Но эта неделя у вас праздничная, потому что наконец-таки случится чудо. Мужчина встанет с этой черепахи и пойдет в правую сторону, в вашу сторону. А это говорит о том, что вы своего таки добились. Все, что вы делали ранее, все это вам окупилось, да, потому что мужчина наконец-таки стал действовать. Если речь идет про отношения между вами, да, мужчина очень ярко о себе заявит. Тут может быть предложение встречаться, общаться, вместе жить, либо вместе куда-то поехать, либо подать документы в ЗАГС. Понимаете, тут такая вот прям история очень интересная. Если это уже ваш мужчина, и вы его подталкивали, допустим, там, искать работу, что-то в жизни менять, какой-то ремонт начать, либо что-то купить, все, он пойдет, он начнет это все делать, причем очень активно начнет делать так, что у вас прям сердце порадуется, скажете: ой, слава богу, да, я своего добилась, больше на черепахе кататься он не будет, и вам не нужно будет подталкивать эту черепаху. Ну, это же тяжело было толкать и мужчину, и черепаху. Ну-ка, вы девушка слабая, худенькая, да, как это вот двоих толкать, теперь уже делать этого не нужно. Так, еще вижу, что у вас на руках какая-то дивная птичка сидит. Ну, просто дивная, какая-то райская птичка. Вам какие-то новости необычные придут. Я бы даже сказала, экзотические. Вот, что вас очень сильно удивит и в то же время порадует. У кого-то еще по такому знаку может отыграться как знакомство с иностранцем, либо с какой-то иностранной компанией, допустим, если вы профессионально чем-то занимаетесь. Скорее всего, по птичке вам либо звоночек будет, либо вам напишут. Прям любуетесь этой птичкой, вы ей так рады. Вот. То же самое может быть какое-то экзотическое письмо, предложение, то, чего раньше никогда не было, то, о чем вы только лишь могли мечтать, да, в своих розовых мечтах, хрустальных мечтах. И вот оно происходит. Только вам тут сразу и совет. Никому ничего об этом не говорить. Я вижу, что у вас радость, вам хочется этой радостью поделиться с родными, с близкими, с подружками, например, с друзьями. Но вам совет никому ничего не говорить. Если вы будете об этом говорить, птичка встанет на крыло и упорхнет от вас, да, улетит далеко-далеко и больше не вернется. Если вы найдете в себе силы молчать, никому ничего не говорить, скромно радоваться сама собой, либо сам собой, эта птичка у вас надолго задержится. Возможно, и яйцо снесет, возможно, и еще и размножится эта птичка, и все у вас будет замечательно. К сожалению, вокруг вас очень много завистливых людей, причем завидуют вам как чужие, так и свои. И это прям бросается в глаза. Но вы слишком добрый человек, вы стараетесь этого не замечать, да, чтобы сердце не болело. Вот, скорее всего, так думаете, отмахиваетесь, да, что, показалось, да, не может быть такого, не может моя подружка мне завидовать, либо не может мне мой друг завидовать, либо сестренка, либо братишка не может мне завидовать. На самом деле завидуют. Вы очень славная личность, вы очень целеустремленный человек, и вы своего добиваетесь, да. Конечно, потом, кровью, трудом, но вот не хотят завистники это видеть. Они лишь видят ваши результаты, и именно результатом вашим они завидуют. Так что молчите, береженого Бог бережет. Понимаете, лучше молчать. Дальше. Какая-то удивительная покупочка вам идет. Тут с левой стороны. Либо вы неожиданно, вот как-то, знаете, на эмоциях что-то приобретете. Либо кто-то для вас приобретет. Вот как кто-то заплатит за эту покупку. Может, в дар вам даст. Да? А может, вы где-то будете там, с подружкой, например. И подружка скажет: ой, а я оплачу, да? Давай я оплачу. Вот как-то так мне идет. Эта покупка удивительна тем, что вам эта вещь вот прям сразу пригодится. Может быть, это какой-то гаджет, может быть, это какой-то, вот, я не знаю, элемент одежды. Вот сразу буквально, либо в тот же день, либо на следующий день уже пригодится. И вы так порадуетесь, скажете: надо же, как в руки пришла мне эта покупка, либо подарок в руку пришел. Вот прям так рады будете, вот радость у вас следующим днем идет, либо там следующим часом. Вот обновочка, я вижу, у вас хорошая такая, приятная.
Так, еще какого-то человека вам придется, ну, буквально пытать, потому что человек, как этот партизан, да, в рот воды набрал и молчит. А вы ведь чувствуете, что что-то не договаривая, да, либо вам срочно нужна какая-то информация. Человек вот прям молчит и все. И вам придется пытать. Тут, конечно, ну, придется применить всю свою мудрость и смекалку, придумать какой-то изощренный ход, да, чтобы человека разговорить. Но у вас получится, я вижу, что получится. Может быть, не с первого раза, может даже не со второго, но у вас получится. Вы этого человека разговорите. И мало того, человек не только скажет то, что вам необходимо, но и еще какие-то дополнительные подробности сообщит, либо раскроет какие-то другие темы, которыми вы, например, ну не то чтобы не интересовались, скорее всего, не знали об этом. Так что тут развяжется язычок у этого человека, и прям все-все-все узнаете. Хороший знак. Дальше вижу, что с кем-то обниматься будете. Но опять же, вы все разные. Может, на свидание пойдете, и свидание закончится объятиями и поцелуями. А может быть, вы с кем-то родным, близким встретитесь и будете обниматься. Вот такая вот теплая встреча произойдет. Вот видите, как солнышком согреет. Очень приятные эмоции вас ждут. И еще здесь показано, что вы что-то будете писать, либо подписывать, оформлять, может быть, да, какие-то документы, бумаги, анкеты, запросы, заявления, объявления. Вот что-то будете писать. И знаете, у вас глаза сияют. Вы довольны, что именно так сложилось, что у вас есть возможность написать, либо куда-то к кому-то обратиться, либо какое-то объявление дать. Неважно, это связано с вашей личной жизнью, с вашими рабочими вопросами, либо с какими-то проблемами. Но вот будете писать, и будете прям очень старательно писать, вот проверять на ошибки грамматические, правильно ли составлено предложение, да, вот такие вот вещи вижу. Но писать, да. Еще я вижу, что в вашем кармане ключ появится. Вот он, видите? Прям в кармане так четко показали, лежит у вас ключ. Ключ, кстати, очень необычной формы. Это говорит о том, что вы либо к кому-то ключ подберете, к чьему-то сердцу, да, к чьему-то разуму, к чьей-то душе, либо вы найдете ответы на те вопросы, которые давно вас мучили. Вот ключ появится, и он лежит у вас в кармане. То есть вы его применяете, вы им пользуетесь, и у вас с этим делом все хорошо. Вот, ключ появится сам собой. То есть вы его даже искать не будете. Вот как, знаете, озарение. Вы в карман полезете, а там ключ лежит. Вот это вы порадуетесь. Скажете, а, классно я придумала, да? Либо все правильно я делаю. И еще какая-то маленькая коза у вас под ногами путается. Это какая-то противная женщина, строптивая женщина, капризная женщина. У кого-то может быть доченька, у кого-то внученька, у кого-то может быть какая-то другая родственница, подруга тоже может быть, либо коллега на работе, соседка может быть. Прям такая противная. Но она путается под ногами не для того, чтобы вам навредить, а для того, чтобы вас от кого-то уберечь. Кого-то вот она бодать хочет, какого-то мужчину, как-то очень категорично против него настроена. Может быть, она что-то про него знает, либо что-то чувствует. И вот с одной стороны я вижу, что для вас это странная ситуация, да, что эта женщина за вас заступается. И вот прям буквально ходит за вами по следам. То есть она хочет вас уберечь. А с другой стороны, вы и сами ведь можете за себя постоять. Вот мелкая козочка какого-то мужчину будет бодать, к вам не будет подпускать. Защитница ваша, да, защитница. Так, еще много разговоров, потому что птицы и улетают, и прилетают. Может, по телефону, может, лично будете говорить. Но разговоров будет очень много. Много информации. С вами делятся, вы делитесь, что-то обсуждаете, о чем-то договариваетесь. Кстати, очень удачная неделя на то, чтобы договариваться, на то, чтобы обмениваться информацией. Вот открыто поле, птицы туда-сюда летают, никаких помех у вас нет. Возможно, даже у кого-то отыграет, что за эту неделю новую, да, вы узнаете гораздо больше, чем за месяц, да, либо получите очень много полезной информации. Больше, чем за месяц, либо больше, чем за полгода. Много птиц, светлые птицы летают, добрые птицы летают. Так, какая-то работа вас ждет. Работа достаточно непростая. Руками что-то будете делать, руками.
Руки могут устать, болеть могут руки. Но, тем не менее, дело будет сделано. С правой стороны у вас работа идет руками. Так, гриб у вас растет. Гриб, ну это деньги, да, денежные возможности. Вы ходите вокруг этого гриба, пылинки с него сдуваете, никого не подпускаете. Вы ждете, чтобы он стал больше. Да, может быть, это как-то связано с тем, что будет рост зарплаты. Может быть, вам премию пообещают, может быть, какое-то поощрение, да, может быть, у вас там процент от сделки, от продажи, либо от чего бы то ни было. И вы прям будете очень стараться, чтобы этот гриб вырос. Да так постарайтесь, что гриб больше вас будет. Вот тут, дай Боже, да, дай Боже. Только смотрите, не передержите. Вот, может быть такой момент, что вы передержите. И тогда прям может быть выгорание, да, вы очень будете стараться, больше денег заработать, из-за этого может быть выгорание. Вот, найдите в себе возможность вовремя сказать стоп и взорвать этот гриб и им насладиться. Собачку еще показывают. Собака – это друг, верный друг. Верность. Смотрите, девушки, если вы в паре, в браке, ну и мужчины тоже, то ваш партнер проявит свою верность, преданность вам. И вы прям убедитесь, что ваш партнер вам верит, любит только вас, только на вас смотрит. Неважно, мужчина или женщина. Вот одинаково идет предсказание. Потому что собачка, она справа выходит, справа гавкает на каких-то других людей. Ну, к вам она, получается, спиной стоит, значит, доверяет вам. То есть ваш партнер, может, кто-то соблазнять будет, да? И ваш партнер пошлет этого человека, скажет: ну иди отсюда, я замужем, либо я женат. Да, вот как-то так мне идет. Но это будет приятно, это будет неожиданно и очень будет приятно. Если вы не в браке, то это, скорее всего, либо поклонник верный, поклонница верная, либо кто-то из друзей, да, проявит свою верность. Верность, да, может, там что-то выгодное будет, а человек скажет: нет, я остаюсь здесь, для меня важнее мой друг, либо моя подруга. Это будет очень приятно. Так, в дудку кто-то дудит, сигналы кто-то подает. Какой-то человек людей предупреждает о чем-то, но почему-то никто не слышит. Каждый занимается своим делом, да, никто не слышит. Но вы услышите. И вы очень ответственно воспримете то, что вот сигналы идут. И знаете, вы воспользуетесь этим предупреждением и сможете избежать каких-то больших неприятностей. Неприятности поголовно накроют всех тех людей, которые игнорируют предупреждения. Это может быть что угодно. Может быть, это человек, не знаю, погоду вещает и говорит: будет плохая погода, не выходите из дома, либо берите зонты. Вот. Люди не послушают, выйдут, промокнут, потом заболеют, плохо себя будут чувствовать. У вас все будет хорошо. Либо, например, какие-то вирусы, да, летают. А вы раз услышали, масочку одели, да, приняли какие-нибудь там витаминочки, да, которые укрепляют иммунитет, может, еще что-то приняли. И все, и вам не страшно. Что угодно может отыграться. Но будет предупреждение, и большинство людей проигнорируют и попадут в неприятности. Но вы услышите и примите меры, и будете спасены. Дальше, мои хорошие, лисичку показывают. Лисичка такая мелкая, но тем не менее есть. Лисичка большую рыбу поймала. Ох, молодец, лисичка. Хитрый человек будет радоваться своему большому кушу. Но это ненадолго. Ненадолго почему? Потому что несправедливо ему эта рыба досталась, либо ей. И знаете, я вам так скажу, этой рыбой, этой лисичкой и подавится. Либо за эту рыбу так лисичке придется ответить, как никому и никогда. Прям очень спросят. Переборщила лисичка с рыбой. Может быть, кто-то проворуется. Ну, либо кто-то уже давно проворовался, но вот как раз-таки какая-то большая сумма, да, будет проходить, и человек прям за руку поймает, скажет: ах ты, лиса ты такая. Ой, тут скандал, тут разбирательство, тут пух и перья, да. Такое что-то будет необычное. А вы наблюдать будете, наблюдать со стороны. Вам эта ситуация покажется справедливой, да, что вот лисичку за хвост поймали. Ну, нечего воровать, да, нечего почем зря таскать. Надо меру знать, либо жить честно и справедливо. Дальше, с левой стороны
вы с кем-то вдвоем большой узел развяжете. Но узел – это проблема. Либо у вас на двоих была проблема, либо у вас между собой была проблема. Но узел вы развяжете. Конечно, не просто, не сразу у вас получится, но узел будет развязан. Так, вот здесь показывают странный такой знак. Обмен, поменяться, обменяться. Как поменялся не глядя, да? Вы знаете, возможно, кто-то что-то ваше взял и вам вот на замену что-то принесет. Скажет, ну вот так случилось, да, я твое взяла, а вот теперь хочу тебе вернуть. Вам что-то лучшее вернуть, лучше, чем взяли у вас. И это прям приятный момент, такой прям небольшой сюрприз. Так, какая-то гиперопека. У вас как будто бы большая кенгуру себе в сумку пытается спрятать, а вы вырываетесь, вы говорите, нет, отпусти меня, я не хочу, я не ребенок, да, я не кенгуренок. Кто-то будет проявлять прям такую, знаете, чуть ли не как навязчивую опеку над вами. И вам это не понравится. Ну, как бы контроль, скорее всего, либо там, ну, буквально как за ребенком за вами смотрят, воспитывать еще могут. Вот, это и кенгуру прям вы так высказываете, не трогай меня, не трогай, не буду я в сумке твоей сидеть, да, придется еще и отбиваться. Так, ваш слон потихоньку хобот вверх поднимает. Потихоньку. Это не резкое, да, вверх хобот поднял, потихонечку. Знаете, как будто бы что-то в воздухе почувствовал, да, денежками запахло, и хобот прям ищет, где эти денежки. Чуть-чуть так вверх поднимается. Ну, что сказать, если у вас были проблемы с деньгами по финансам, то ситуация потихонечку начинает улучшаться. Конечно, не упадут огромные деньги сразу на вас, но тем не менее, уже как-то легче, лучше, проще. Вот, а дальше будет, дальше точно будет. Тем более, вот тут гриб показали, да, все будет. Дальше, мои хорошие, какой-то праздник показывают. Людей много. Вот пока людей много, как-то неинтересно. А когда останутся самые вот родные и близкие, тогда душевненько и посидите. Как в 2 этапа проходит этот праздник. Так, еще какие-то бусинки. Женщина сидит, бусинки порвались. Ну, бусы – это слезы. Какая-то женщина будет плакать. Плакать над тем, что вот у нее что-то не случилось, не получилось. Либо она чем-то очень сильно опечалена и расстроена. Знаете, что эти ее слезы, они ведь честно заработанные, да? Что-то она плохое сделала, и высшие силы по рукам дали, ну, либо по шее. Вот поэтому она и плачет. Жалеть ее не стоит. Не стоит ее жалеть и не стоит ей помогать. У нее сердце черное. Она других людей не любит, она никого не признает и не уважает, только лишь за себя топит. Понимаете, если вы ей протянете руку помощи, она прям отхватит по самое плечо. Не стоит оно того. Скорее всего, у этой женщины плохая репутация, но она может быть такой вот жалкой, да, вот ее прям жалко, хочется пожалеть. Не жалейте, она вас никогда не жалела и никогда не пожалеет. Наоборот, еще может вами воспользоваться. Особенно вот мужчин хочу предупредить, потому что мужчины, они очень чувствительны к женским слезам, поэтому будьте бдительны, не дайте себя ввести в заблуждение. Так, а вот здесь показывают какой-то, как сюрприз. Ну, чему-то вы очень сильно удивитесь. Удивление, сюрприз, какая-то лошадка у вас на горизонте. Я не знаю, она либо к вам идет, либо к кому-то из ваших близких. Смотрите, если кому-то из ваших близких, то человек очень знатно продвинется у себя на работе. Либо человек на классную работу устроится, прям самую лучшую. Если эта лошадка идет к вам, то здесь вам могут что-то предлагать. Ну, допустим, если вы уже работаете, то вам могут предложить какие-то дополнительные обязанности, ну и рост зарплаты. То есть вы растете, да, потихонечку растете. Также вам могут предложить там конкуренты какую-то работу, да, вот переманить вас попытаются. Ну и успехи на работе могут еще быть по этой лошадке. Успехи, за которые вас раньше никто никогда не хвалил, а то вдруг раз и все внимание обратили. Но эта лошадка для вас действительно будет сюрпризом.
Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.